Призывная кампания идет активным ходом. Некоторые проходят медкомиссию, другие, как мы видим, стоят в очереди. Слава алейкум. Очередь. Пока Адам Исаев ожидает в коридоре, мы разузнали, пришел по повестке, хочет служить, овладеть навыками стрельбы из оружия и вернуться, получив военный билет. Желание парня поддержали и родители. Призывники на пункте проходят медосмотр у 8 врачей узкого профиля. На все про все уходит 15 минут. Важно понять настроение новобранца, оценить его психологическое состояние. Понимает ли призывник, что такое армия, зачем нужно служить? Некоторые потенциальные призывники стремятся пополнить ряды вооруженных сил страны в этом году, так как в следующем срок службы в армии увеличится на год. А мостик ехать на Дианах Мол, кто-нибудь сахабал киргизнаха. Диктор подсохал. Осенний призыв стартовал в октябре. Задолго до этого сотрудники Малгобекского районного военкомата оповестили ребят. Вручили повестки, провели профилактические беседы с призывниками. Нами отправлено на военную службу 23 человека. 9 числа следующая отправка. Отправки будут продолжаться до конца ноября. Сам призыв до 31 декабря идет. Справляемся с заданием. Уклонистам теперь не позавидуешь. Меры против них ужесточили. Без военного билета на работу не возьмут, да и водительские права обещают не выдавать. За уклонение от призыва без законных оснований грозит штраф до 200 тысяч рублей. Наказание в виде принудительных работ до 2 лет или арестом. Более 4000 человек по городу Малгобеке, Малгобекского района состоят на воинском счете лиц призывного возраста. Но из этого списка, конечно, есть многие ребята, которые имеют отсрочку от призыва. Есть ребята, которые не подходят, не проходят комиссию, медицинскую комиссию, которые имеют освобождение. Те, которые обучаются сегодня, должны представлять справки установленного образца для получения отсрочки. Как рассказал военный комиссар Малгобека и Малгобекского района Михаил Гандалоев, отправляют ребят служить и в Крым, в связи с чем родители, боясь, что призывников отправят в зону проведения СВО, прячут молодых людей. В зону проведения специальной военной операции не отправляются. И не было у нас такого случая, что призывника отправляли в зону специальной военной операции. Крым, если немножко географию вдаться, это 2014 года в составе России, это российский регион. У нас в Крыму проходит службу, в основном войска Росгвардии проходят. И никаких проблем у нас в Крыму с прохождением службы ребят не было. Те, которые отслужили, рекомендации дают положительные, так что здесь проблем нету. А в зону проведения специальной военной операции, то есть те 4 региона, которые присоединились к России, туда ребят тоже не будут брать, хотя это тоже Российская Федерация, ребят туда брать не будут. Пополнят молодые люди войска Национальной гвардии, зенитно-ракетные, воздушно-десантные, военно-космические, сухопутные войска и морфлота. География несения службы самая разная, от Кавказских гор до регионов Центральной России, от сибирских лесов до берегов Баренцева моря. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.